Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за коронавирусной инфекции. По сообщениям СМИ, руководители лиги рассматривают возможность сделать паузу в январе на 2 недели. Причиной таких размышлений являются новые вспышки COVID-19 в командах. Ранее стало известно о том, что за неделю в клубах АПЛ выявлено 18 случаев инфицирования. Это самый высокий показатель с момента старта текущего сезона. Напомним, в данный момент в турнирной таблице английской премьер-лиги лидирует Ливерпуль, набравший 32 очка в 15 играх. Действующий президент Российского футбольного союза Александр Дюков будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации. Прием документов с заявками производился до 28 декабря. Дюков был выдвинут 56 организациями, членами РФС. Известно, что выборы пройдут в начале 2021 года. Напомним, Дюкову 53 года. Пост президента Союза он занимает с февраля прошлого года. С 2018 по 2017 был президентом «Зенита». С 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров Санкт-Петербургского клуба. Баскетболисты «Зенита» в гостях выиграли у израильского «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 78-72. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Скотти Уилбекин, набравший 18 очков. В составе россиян самым точным был форвард Алекс Пойтрес, у него 16 баллов. «Зенит» одержал 10 побед в 15 встречах. Он идет на 4-й позиции в турнирной таблице лиги. Израильский клуб занимает 12-ю позицию, имея в активе 7 побед в 17 турах. В следующем матче россияне в гостях встретятся с греческим Панатинаикосом. Игра пройдет 7 января. Российские гандболисты со счетом 23-25 проиграли польской команде в матче товарищеского турнира. Соревнования в рамках подготовки к чемпионату мира проходили в Польше. Аналогичный турнир в начале января состоится в Москве, где выступят россияне, аргентинцы и испанцы. Мировое первенство с 14 по 31 января примет Египет. Соперниками команды России в групповой стадии станут сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Напомним, из-за санкций, принятых спортивным арбитражным судом, российские спортсмены на этом турнире выступят без флага и гимна. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянину Анатолию Баишеву присвоено звание мастера спорта России по масс-рестлингу. Соответствующий приказ подписал министр спорта страны Олег Матицын. Норматив именитый атлет выполнил во время чемпионата России. Отметим, что Анатолий Баишев является победителем чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом республики и страны. Чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 17 лет, в котором должен был выступить якутянин, отменили. В связи с пандемией коронавируса организаторы решили не проводить турнир в этом сезоне. Напомним, в составе юношеской сборной России ожидалось выступление Артема Соколова. Якутянин на квалификационной стадии регулярно попадал в стартовый состав и отмечался результативными действиями. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!